У каждого министерства есть своя определенная отрасль, и для них это приоритетнее. К сожалению большому, часто получается, что эти ведомственные интересы ставятся выше, чем национальные интересы. Учитывая нашу боязнь 5G, учитывая радиофобию, это же потом начнется то, что из-за ваших дата-центров наши ледники тают, скот мрет, чума началась. Да, Таджикистан может превратиться в Сингапур Центральной Азии, потому что Сингапур, несмотря на свое очень плохое экономическое состояние во второй половине 20 века, да, они смогли уже ближе 80-х, 90-х годов превратиться в хаб региона, даже Азии и Америки. У нас технопарки создаются с 2007 года, если не ошибаюсь. Но да, снова в искаженном виде, снова их создали в рамках вузов и физически. Да. Но в вузах же нельзя пользоваться мобильным устройством и интернетом. Парадокс. Очередной парадокс. Привет, это очередной выпуск цикла «Такой вопрос». Меня зовут Зибута Джибаева, сегодня мой соведущий Искандар Мирзоганиев. И у нас такой вопрос, куда прямо сейчас можно привлечь в Таджикистане иностранный бизнес? Ситуация в мире меняется каждый день, и большой бизнес уходит из России. Мои казахстанские и узбекистанские коллеги говорят, что в их странах уже пошла активизация. Иностранный бизнес стал интересоваться этими республиками. А что может сегодня предложить им Таджикистан? У нас не такие большие возможности, как, например, в Казахстане и Узбекистане, но у нас есть свои плюсы, которыми сегодня необходимо воспользоваться. В гостях у нас сегодня специалист в сфере информационно-коммуникационных технологий Асумедин Атоев. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему бы нам сегодня не стать Сингапуром? Совершенно без иронии. Потому что опираться мы можем исключительно на человеческий потенциал. И на то, что у нас хоть немного отличает от соседей. Итак, куда звать нам инвесторов? Да, золотые слова относительно Сингапура и относительно того, что у нас есть свои преимущества или плюсы. И когда говорим о первом и во втором вопросе, в первую очередь приходит на ум две цели стратегические. Вторая стратегическая цель и четвертая. Вторая – это выход из коммуникационного тупика и превращение Таджикистана в коммуникационный хаб региона. Региона Центральной Азии, Южной Азии, можно даже сказать. И четвертая стратегическая цель – это быстрая индустриализация всей экономики Таджикистана. Вот эти две цели, они как раз приветствуют. Сторонники этих целей должны, как парадоксально это не звучит, должны радоваться такому позитивному для стран, наверное, Центральной Азии исходу. К большому сожалению, что все это происходит у наших соседей, можно сказать. Но вот эти две цели, они как раз являются теми преимуществами, которые могли бы привлечь инвестиции иностранные. Могли бы. Почему бы? Вот если перевести с английского, gap, разница или не разрыв, а даже неравенство. Или разрыв, да, больше подходит между государственной политикой и ее реализацией на практике. Две цели, о которых мы говорим, многие программы, которые приняты, либо не реализовываются, либо реализовываются те задачи, которые не способствуют достижению этих целей, к большому сожалению. К примеру, превращение страны в коммуникационный хаб региона, мы к этой цели были близки, очень близки до 2013-2014 года. Очень были близки, потому что, как в другом важном государственном документе, национальная стратегия развития 2030 подчеркивается, что коммуникационный хаб состоит из двух крыльев. Одно крыло – это транспортная коммуникация, второе крыло – телекоммуникация. И развивая эти оба крыла, мы тем самым можем превратиться в коммуникационный хаб региона. Но вот транспортное крыло развивается, телекоммуникационное крыло до 2014 года очень бурно развивалось. Тот же самый пример. Была конкуренция, конкурентоспособный рынок страны не только на уровне региона Центральной Азии, но на уровне СНГ. Таджикистан первым запустил, среди 17 стран мира, первым запустил
3G. В 2005 году 3G коммерческое использование. В 2008 году 3,5G, WiMAX. В 2012 году, правда, после Узбекистана, мы в октябре 2012 года запустили 4G LTE, коммерческое использование. То есть это показатель конкурентоспособности рынка. Эти технологии реализовывали, внедряли коммерческие компании, лицензиаты нашего рынка. Тогда потому что была конкуренция, большая конкуренция. И по крайней мере, 4 компании имели свой независимый автономный канал выхода в интернет. И согласно всем правилам игры на глобальном рынке, то каждый провайдер должен иметь, по крайней мере, 2 канала. Один основной, другой резервный канал. С 2016 года, официально и 2017 года фактически, у нас только один оператор для глобального обмена трафика. С точки зрения рыночной экономики, с точки зрения защиты критической информационной инфраструктуры, это уязвимость. Мы в первую очередь ослабеваем свою конкурентоспособность, от которого дальше идет, допустим, очень мало инвестиций тех же отечественных компаний, тех же игроков нашего рынка и, соответственно, меньше привлекательность для иностранных инвесторов. То есть... Этими самыми просто хотелось сказать, какой идет, объяснить свою позицию о разрыве между государственной политикой, которая действительно очень амбициозные цели, очень добрые цели для устойчивого развития страны, и практические шаги, которые в лучшем случае не навредят, но в худшем случае очень явно вредят или препятствуют достижению. Тормозят, препятствуют достижению этих целей. То есть звать некуда. Закрываемся, да? Вся тема разговора. Потом, помимо этого, также важным фактором успеха в привлечении инвестиций как отечественных компаний, так и зарубежных, это налоговая среда. Благоприятная налоговая среда. В отрасли IT, в частном секторе, особенно в области информационно-коммуникационных технологий, у нас не самая благоприятная. Тот же самый акцизный налог. Акцизный налог, да, который действует с начала 2011 года. Хотя законодатели, в частности, Маджлис Инам Дагон, обещали пересмотреть эту норму по истечении 3 месяцев после ее активации. И если действительно это налоговое бремя будет падать на плечи налогоплательщиков, то пересмотреть эту акцизный налог не было пересмотра. Мало того, если в начале 2011 года это было 3%, то в этом году его повысили. В 2015 году в апреле приняли, что это будет 5%, и в новом налоговом кодексе с начала 2022 года этот налог уже 7%. 7% акцизный налог на все услуги отрасли телекоммуникаций, считают на все цифровые услуги. Ну, давайте тогда исходить из ситуации нынешней. То есть пересмотреть что-то очень быстро, включая налоговые послабления, с интернетом и так далее, не получится. А исходя из нынешних условий, которые у нас есть, по факту, что-то мы можем сделать, куда-то мы можем позвать, и что нас отличает от соседей? Да, мы можем. У нас есть все еще есть конкурентное преимущество. Это то, что наши географические условия, как парадоксально это ни звучит, у нас есть еще другая стратегическая цель – энергетическая независимость. А наша энергия в летнее время 100% зеленая. Зимний период, может быть, на несколько процентов снижается, но летний период времени у нас 100% зеленая энергия, и в основном это водная энергия, то есть энергия выработана на основе водных ресурсов. Для многих перспективных направлений в области IT, особенно большие данные и криптомайнинга, вода играет очень важную роль. Во-первых, чистая энергия. Во-вторых, водные ресурсы нужны для того, чтобы обеспечить микроклимат, необходимый для эффективной работы центра обработки данных или криптоферм. Потому что вода используется дважды. То есть сначала энергия, потом нужно вокруг вот этих центров обработки данных нужна свой микроклимат, который обеспечивается в основном за счет воды. То есть это другая стратегическая цель. И чтобы все это работало, все программы государственные работали в пользу достижения этих целей, нужен орган, который будет смотреть
на эти цели беспристрастно, не с позиции определенной отрасли, индустрии, а беспристрастно. Такой орган уже создан, правда, пока фактически не действует, но согласно поручению президента страны, господин президент в своем обращении Маджлиси Олии Джумхурии Таджикистан в декабре 2020 года поручил все органы власти создать агентство инновационным и цифровым технологиям, агентство по цифровым и инновационным технологиям при президенте Республики Таджикистан. Если это агентство будет функционировать, действовать, то у этого агентства есть все предпосылки смотреть на все 4 стратегических цели. 4-я тоже, если понадобится, можем объяснить, почему, как IT может способствовать достижению этой цели. Они могут беспристрастно смотреть на все эти 4. Беспристрастно, я имею в виду, что для этого агентства национальные цели развития, они будут выше ведомственных интересов, ведомственных целей развития. Потому что они не будут фокусированы на определенное ведомство, как это делается в рамках министерства. У каждого министерства есть своя определенная отрасль, и для них это приоритетнее. К сожалению большому, часто получается, что эти ведомственные интересы ставятся выше, чем национальные интересы. Этого агентства будет какой карт-бланш. То есть нужны такие самураи, которые видят цель, не видят препятствий. Но видят препятствия, видят те препятствия, которые препятствуют достижению национальной цели. Да. Вот можно на пальцах, мне как простому человеку, потому что я не совсем понимаю. Мы говорим о криптофермах, тут я, может, немножко понимаю. А дата-центры, вот, что это такое? И как их вообще устанавливается в высокогорье? Вы сказали, да, нужна вода, нужна река для гидроэлектроэнергии и для охлаждения, создания микроклимата. Но по сути это что такое? Вот для простых людей. Вот, к примеру, дата-центры это центры по обработке больших данных. У нас можно привести пример проекта или пример направления больших данных. Это безопасный город. Все данные, которые собираются с более, 80 тысяч, если не ошибаюсь, камер, то эти все данные собираются в один центр. Далее эти данные для того, чтобы... Они нужны для принятия информированных решений. А чтобы иметь такую возможность, эти данные надо обработать. Обрабатываются эти данные в центрах обработки данных. Чем выше мощностей этих центров, тем больше потребуется микроклимат, который держится на одном уровне, не повышается температура и не падает ниже определенного стандарта. Водные ресурсы или дата-центры, которые построены в таких, скажем, природно благоприятных средах, где температура резко не повышается, резко не падает, как раз у нас таких природных мест очень, очень много. То же самое, которое вы сказали, Варзоб или Комароб, или Рамид, или наверняка в других частях Таджикистана тоже есть, в Бадахшане, в Хатлонской области. Так получается, весь Заравшанский бассейн можно там снабдить. Можно использовать и нужно использовать. А как они влияют на экологию? Будет мне просто интересный вопрос. Смотрите, международный бизнес, если бы мы привлекли транснациональные компании, контент-провайдеры, бизнес которых основан на обработке данных, на сборе и обработке данных, тот же самый Google, то же самое Facebook или Microsoft, то они предпочитают использовать зеленую энергию, потому что у них есть определенные свои обязательства, чтобы не навредить, там, где они работают, чтобы была какая-то социальная ответственность. И они предпочитают использование зеленой энергии. У нас есть такая зеленая энергия. Если мы сможем их привлечь, то, создавая свои центры, они же несут ответственность не только перед нами, но и перед своими налогоплательщиками, перед своей страной. Соответственно, они будут стараться не навредить нашей экологии, потому что сейчас вопрос защиты климата – это глобальный вопрос. Человечество давно пришло к выводу, что если одна страна
злоупотребляют своими обязательствами или своими возможностями, то от этого негативно страдают не только другие страны, но и сама эта страна. И потом наша страна никогда, скажем, не сильно развита индустрия в смысле тяжелых заводов. Да, у нас мы никогда не нарушали и даже не достигаем того стандартного уровня, который разрешается, да, на глобальном уровне. Свыше этого страна должна будет платить определенный штраф или определенные делиться, да, своими дивидендами с другими странами, которые страдают от такого нарушения. Но в Таджикистане такого, может быть, из-за географического расположения, но такого, мне кажется, эффекта нету. Я думаю, привлекая таких инвесторов, мы тем, наоборот, будем больше придерживаться этих норм, потому что эти компании уже имеют определенную ответственность, не только перед нами, но и перед своей, снова повторяюсь, налогоплательщиками. И потом у нас будет своя всегда возможность это регулировать, мониторить. Если идет какое-то нарушение, то мы имеем все инструменты остановить это. Но не думаю, что от создания многих таких центров обработки данных мы будем нарушать какие-то природные процессы, естественные процессы. Наоборот, я же говорю снова, и зеленая энергия, и водные ресурсы позволяют производить и зеленую энергию, и позволяют создать микроклимат, который необходим для работы, эффективной работы таких центров, не нанося вред экологии и естественным процессам. Ну, по сути, дата-центры — это огромное количество железа, да? Да, компьютеров, которые будут постоянно Я работать. почему говорю про это и говорю, то есть, получается, мы в Узкогорье ставим просто кучу печек. Понятно, что для них нужна зеленая энергия, чтобы они работали. Но сами-то они, получается, просто печки. Учитывая нашу боязнь 5G, учитывая радиофобию, это же потом начнется то, что из-за ваших дата-центров наши ледники тают, скот мрет, чума началась. Такого не будет. Это уже надо будет психологами разговаривать, которые, будут убеждать. Смотрите, это сами технологии, да, компьютерные технологии, они настолько быстро развиваются, что те стандарты, которые были, допустим, 10 лет назад считались приемлемыми, они с каждым годом усовершенствуются. Тот же самый монитор, на который мы смотрим, допустим, 10 лет назад, которые были CRT, они могли до 100 метров, да, излучать. А теперь жидкокристаллические, они до 1 метра, даже меньше 1 метра излучают радиации. То есть это показатель, просто показатель того, что с развитием технологий также улучшается их работоспособность, и чем быстрее они работают, тем меньше используют энергии. По сравнению с теми же технологиями предыдущего поколения. Сумидин, вы говорили о том, что сейчас у нас фактически один провайдер, который имеет, соединение с глобальным интернетом. Вот, например, я сейчас просто приведу, что произошло вообще на рынке. Да? То есть лондонская точка обмена интернет-трафиком отключила 2 основных провайдера в России. Не буду называть каких. Так, кому нужно, прочитают. И сейчас их трафик фактически будет распределен через Азию. Да. Где мы вообще брали? Мы-то каким интернетом пользовались? И можем ли мы вот на этом, кстати, как-то выиграть? Мы в основном интернет получаем из своих северных соседей. Кто это? Да, Узбекистан и Кыргызстан. До апреля 2018 года 70% трафика шел через Кыргызстан, через кыргызстанские. Они из Казахстана, в основном Казахстана частично, определенная часть, может быть, около 10% из Китая. Казахстан в основном, к большому сожалению, я тоже недавно узнал, что они в основном получали интернет из российских провайдеров, имея огромную границу с Китаем, а Китая у них не было, только начинают развивать это направление, то есть получение доступа в интернет через китайские интернет-инфраструктуру. Мы начиная с апреля 2018 года уже более, наверное, 70% интернет-трафика, если не больше, получаем через узбекских провайдеров, Узбекистан.
хотя у нас есть возможность, и эта возможность была, начиная с 2001 года, укрепить свой транзитный потенциал, подключаясь к интернету через Афганистан. Или Китай. Афганистан и Китай. Афганистан, то есть через все соседние страны. Это снова реализация своего транзитного потенциала. В 2008 году была создана инфраструктура доступа, оптоволоконный канал доступа к афганскому рынку летом 2008 года. Но, к сожалению, эту инфраструктуру не использовали до недавних пор, до 2020 года. Эта инфраструктура просто простояла. С октября 2009 года другая компания, Tajik Telecom, подключился к рынку, то есть подключила Афганистан к нашей инфраструктуре, и мы стали провайдером для афганского интернета. Но, к сожалению, мы упустили свой шанс. Спустя 3 недели Узбекистан подключился тоже к афганскому интернету, и сейчас объем интернет-трафика, который предоставляет Узбекистан, намного шире, чем таджикский сегмент интернета. Это все в 19-м или 9-м? Это в 9-м году. 9-м. Хотя мы физически подключили афганскую инфраструктуру интернета или рынок интернета летом 2008 года. Через частные компании Вавилон Т. Они тогда запустили свой оптоволоконный канал. Но, к сожалению, этот канал так и не использовался до недавних, может быть, 2020 года. Также у Tajik Telecom была такая перспективная инициатива создания кольца через таджикистанский Бадахшан Афганистана и подключение этой линии связи к афганскому интернету, который уже подключен на юге страны через границу Пянджа Таджикистана. И это кольцо позволило бы в случае аварии на участке от Душанбе до Хорога, это позволило бы трафик перенаправить через Афганистан по южному направлению. Да. Такая инициатива, такой проект у Tajik Telecom, если не ошибусь, 2009 или 2010 года. Они на нескольких мероприятиях говорили об этом. Но, к большому сожалению, этот проект не был реализован до вот этих известных событий в Афганистане. До прихода к власти талибов. Не знаю, что будет дальнейшая судьба этого проекта, но и новому режиму тоже нужен интернет и телекоммуникация. Я не думаю, что они будут разрушать созданную очень хорошую оптоволоконную инфраструктуру в Афганистане, которые были созданы за эти 20 лет. А между прочим, таджикские интернет-провайдеры были одними из первых, которые выиграли международный тендер и помогли первому афганскому интернет-провайдеру формироваться. То есть мы еще в 2001 году наш отечественный рынок телекоммуникаций или информационно-коммуникационных технологий экспортировал свои знания, свой опыт в соседнюю страну. И сейчас там интернет лучше? Инфраструктура оптоволоконная намного лучше, потому что у них было запланировано, что все 4 страны вокруг, Иран, Пакистан, Узбекистан и Таджикистан, они будут иметь свою непосредственную будут иметь свои интернет-каналы для того, чтобы реализовать тоже свою стратегическую цель, превратить страну в коммуникационный хаб региона, 2 регионов, Южной Азии и Центральной Азии. И действительно у них было создано очень хорошая инфраструктура создана. Дай бог, чтобы новая власть не разрушала эту инфраструктуру. Вот другой известный проект — цифровая касса, который мы знаем. Как раз цифровая касса, она... Digital касса, Digital Central Asia, South Asia, да? Цифровая Центральная Азия и Южная Азия. Она была формирована с целью укрепить позицию Афганистана в качестве телекоммуникационного хаба 2 регионов. И в первоначальном варианте там в этом проекте были 3 ключевых страны. Это Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан.
К сожалению, мы подключились к этому проекту намного позже, но, к счастью, что мы подключились. Подключились официально в 2019 году. Но из-за пандемии этот проект, процесс реализации приостановился, и Кыргызстан после смены власти менее активно поддерживает этот проект, но все еще этот проект как цифровая касса существует, и Таджикистан имеет снова хорошую возможность, конкурентное преимущество продвигать реализацию этого проекта на уровне страны и дальше на уровне региона. Снова Таджикистан, географическая позиция Таджикистана, она предоставляет его ключевую позицию соединить Афганистан с другими странами региона. И цифровая касса еще преимущество в том, что у Таджикистана будет возможность выйти на азиатские транснациональные линии передачи данных. Да, интернет-трафика. Это через Карачи уже подключиться непосредственно к подводным каналам связи и тем самым выступить для северных соседей, выступить в качестве транзитной страны. В начале вы говорили о Сингапуре. Да, Таджикистан может превратиться в Сингапур Центральной Азии, потому что Сингапур, несмотря на свое очень плохое экономическое состояние во второй половине 20 века, да, они смогли уже ближе 80-х, 90-х годов превратиться в хаб региона, даже Азии и Америки. Они, находясь между такими крупными державами, как Индия и Китай, они выступают в качестве поставщика транзитного канала. Они очень хорошо реализовывают свой транзитный потенциал, несмотря на то, что они маленький город-страна, они очень хорошо используют преимущества цифровых технологий или дивиденды цифровых. У меня самый простой вопрос. А что простым таджикистанцам с этого? То, что мы станем хабом, то, что у нас появятся дата-центры. То есть простым таджикистанцам что с этого? Прежде всего, эти хабы, эти компании, которые будут вкладываться, они будут являться налогоплательщиками. Налогоплательщиками Таджикистана и государственного бюджета. Потом новые рабочие места, потом новые возможности создавать свой бизнес, свои услуги, основанные на информации, на знаниях, не выходя допустим, не покидая свою страну, свой родной город или родное село, запустить свой бизнес. Так много же сопутствующего бизнеса может быть вокруг таких. Да, потому что в основном интернет продвигает услуги, основанные на знаниях, на информации. Создать информацию, информационный продукт сегодня в состоянии каждый человек, у которого есть смартфон. Просто направив на нужный пейзаж, сфотографировав или на нужные события, снять видео, и можно создать свой канал, конечно, в рамках законодательства, и получать от этого свои дивиденды. Не секрет, что уже я проверял неделю-две назад, уже 21 компания зарубежная является налогоплательщиками Таджикистана. 21-я компания, она была зарегистрирована в январе этого года как налогоплательщик. Какая это компания? Что Google? Вот мы знаем крупно, да? Google пришел, Netflix, да? Facebook. Последнее название забыл. В январе 21 компания, это уже хорошо. Уже хорошо. То есть, по сути, мы можем двигаться пока, да, это вот по поводу транзита интернет-трафика и создания каких-то дата-центров. Да. Да. Пока есть какие-то моменты. И именно если будут предприняты шаги по достижению стратегических целей Таджикистана. Четвертая цель – индустриализация. Самая развитая индустрия в Таджикистане после сельского хозяйства, является информационная индустрия. Об информационной индустрии государственные документы заговорили еще в 2003 году. Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан, принятая указом президента в ноябре 2003 года, одним из целей ставить развитие информационной индустрии Таджикистана. И вот все, что связано вокруг инфраструктуры ИКТ, то, чем вы занимаетесь, производством информационных продуктов,
услуги информационные. Это все информационная индустрия. Это самая развитая. Вот когда, к большому сожалению, на многие передачи, особенно государственных ТВ-каналов, когда говорят об этой цели, они в основном представляют индустрию в том понимании, которое было в начале 20 века. А то, что связано с интеллектом человека, с творческим потенциалом человека, это либо игнорируется, либо может, не понимается? Просто? Может, осознанно игнорируется, не знаю. Может непонимание этого, подмена понятий индустрии. Не, или же на ту аудиторию, которая понимает, да, то есть они индустриализацию, аудитория ТВ, да, понимают только в таком виде, то есть в физическом, то, что можно почувствовать. Да, это скорее производство. Всего, да, производство. Но производство бывает не только осязаемое, но неосязаемое. Ну вот я говорю, понимание, то, что вот осязаемое и все, так людям вроде бы и понятнее. Еще один момент, сейчас Россию покидают хорошие специалисты в сфере информационно-коммуникационных технологий. 100 тысяч по предварительным данным. Еще есть по прогнозам еще 70 тысяч. Можем что-нибудь мы здесь им предложить, или же они отправятся к нашим соседям? Можем ли мы предложить им что-то? Ну, конечно, всегда можем. Наше гостеприимство. Ты так усмехнулся. На этом закончилось? Нет, возможные потенциальные бизнес-идеи, реализация этих бизнес-идей. Но смотрите, снова надо исходить из реальных ситуаций. Все познается в сравнении. У нас нету технопарков, так как мы хотели иметь технопарки для привлечения IT-бизнеса. В отличие от нас, тех же соседних стран, Узбекистан и Кыргызстане, есть свои парки высоких технологий или технопарки. В Кыргызстане этот технопарк фактически действует с 2014 года. И резидентам технопарка, независимо от страны исхода, предоставляются огромные, хорошие налоговые преференции. Это очень привлекает. И потом, помимо этого, частный сектор налоговые имеет определенные налоговые льготы. Если даже сравнивать с нашими, я не знаю, как в новом налоговом кодексе, но согласно предыдущему налоговому кодексу бизнесмен должен был платить около 67% своего дохода. Сейчас поменьше, да. Сейчас поменьше, но этот показатель у соседнего Кыргызстана 27 или 28%. Это в целом в сфере предпринимательства. А в частности в сфере IT, информационно-коммуникационных технологий, у них есть налоговые преференции, то есть технопарки готовы принять их давно. И судя по тому, какие, допустим, ходят и слухи, и подтвержденные факты, российский бизнес, IT-бизнес, больше предпочитает Кыргызстан и Грузию. То есть отечественники туда едут? Туда в основном Грузию выбирают и Кыргызстан, к сожалению. Наш отечественный рынок не так привлекателен для иностранных инвесторов, иностранных участников, в частности для российского бизнеса. Другой фактор, что наш отечественный бизнес за последние годы больше предпочитает найти себя в других странах. Скажем, есть разработчики. Это такое, может быть, не самое развитие направлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, но у нас есть свои разработчики. Начали свою деятельность, используя возможности аутсорса других крупных транснациональных компаний. Но налоговое бремя заставило их регистрироваться в других странах, стать резидентами парков высоких технологий или технопарков других стран, с тем, чтобы вести свой бизнес более эффективно. Одним словом, нам в принципе есть куда звать. Единственное, нужно быстро дать какие-то преференции в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Нет, информационно-коммуникационных технологий. Информационно-коммуникационных, да, правильно. Это охватывает и телекоммуникации. И очень хорошо сказали, это в руках тех же
органов власти, в частности, законодателей, они очень легко могут провести анализ принятых законов, принятых нормативно-правовых актов в этой сфере за последние 10 лет, к примеру. Могут провести аудит, ревизию этих актов и посмотреть, насколько они экономически выгодны. В частности, тот же налоговый акцизный налог. Насколько это помогает бюджету страны, если фактически оценить с 2011 года, после ввода этой нормы, насколько бизнес в сфере информационно-коммуникационных технологий и причастные к этому бизнесу другие отрасли приносили доход. Даже вот анализ дохода рынка ИКТ 2013 года по 2020 год показывает, что ежегодно рынок теряет $50 миллионов. Ежегодно. Это уже показатель того, что насколько такие шаги, в частности налоговый акцизный налог, полезен всему Таджикистану, независимому Таджикистану. Или другие нормы, другая норма, которая очень сильно бьет по потенциалу, человеческому потенциалу, связанной с информационно-коммуникационных технологиях, это закон Республики Таджикистан об образовании, если не ошибаюсь, статья 21 или 10, где, согласно этой статье, запрещается приносить и использовать мобильные устройства в общеобразовательные школы, и запрещается использование мобильных технологий студентам, аспирантам, ученым, докторантам в своей деятельности. То есть закон настолько противоречит миссии сферы образования, Министерства образования. В целом? Да, вот в этом-то и вопрос. Потому что научная деятельность не ограничивается стенами вуза. Да. Ученые, студенты, они занимаются этим постоянно. Наверняка авторы закона хотели подчеркнуть, чтобы не использовать в стенах вуза или в стенах учебного заведения. Но в конечном итоге так получилось, что закон запрещает использование самых развитых, самых распространенных технологий мобильных устройств в деятельности самого передового слоя общества, самого передового, то есть научного сообщества. Когда этот вопрос я задал одному представителю Министерства науки и образования, что как, с одной стороны, есть государственные программы, есть очень много ресурсов бюджетных и партнеров по развитию выделяется для компьютеризации, для интернетизации в сфере образования, но основной закон в сфере образования запрещает использование мобильных устройств. Его ответ был, пока не будет культуры использования этих технологий, мы эту норму не изменим. На что один из участников в кулуарах рассказал такой анекдот, советский анекдот, что в некоем махале в микрорайоне построили бассейн. Жители ходят, радуются, что скоро начнем плавать. Построили, закончили, но никак не заполняют. Когда обратились в администрацию, когда заполните бассейн, они сказали, когда научитесь плавать, тогда и заполним. То есть, получается, сфера министерства, которому государство доверяет и воспитание, и обучение граждан, добровольно отказывается от своего обязательства по воспитанию, по формированию и развитию технологической культуры или культуры использования этих технологий, информационной культуры. И говорит, пока не научитесь, мы... А как учиться, если мы не пользуемся? Как учиться, как один из наших экспертов говорил, если не учиться у устодов, то остается только учиться на улице. А на улице не всегда ты учишься хорошему, согласно стандарту государственному.
Киргизии или где запустили уроки в школах медиаграмотность? И в Кыргызстане, и в Казахстане тоже. И у нас есть инициативы по развитию цифровой грамотности, которая охватывает также информационную, технологическую грамотность и целые телефон другие. Нельзя проносить в школу, ты понимаешь? Но, к сожалению, закон запрещает, и многие преподаватели, они избегают использования этих технологий, аргументируя это с той же самой нормой, но фактически они боятся этих технологий, потому что... Они не могут ими пользоваться. Это простой ответ. Да. К сожалению. Итак, Да. двигаться надо очень быстро, потому что все очень быстро меняется. Если сейчас мы не успеем, то мы очень сильно отстанем от соседей. Потому что соседи поняли свою выгоду от этой непростой ситуации. Да, и у нас снова такие вот эта возможность, уникальная возможность превратить свои географические недостатки в цифровые преимущества у нас все еще остается. Мы снова возвращаюсь к тому, с чего начали. Есть 4 стратегических целей государственных. Для их реализации, если будут приняты меры для их реализации, то мы очень быстро можем создать те благоприятные условия для привлечения и иностранных инвесторов, и для более активному участию отечественных инвесторов, отечественных компаний. В развитии нашей экономики, собственно. Спасибо большое, Сумидин. Спасибо вам, что поднимаете такие вопросы. Да, я надеюсь, что услышат те, кто должен был услышать. Чтобы у нас на самом деле, я говорю, да, больше, может быть, шанса другого и не будет. Да. Короче, срочно создаем технопарк. Но технопарки должны быть, понимаете, у нас технопарки создаются с 2007 года, если не ошибаюсь. Но снова в искаженном виде, снова их создали в рамках вузов и физически. Да. Но в вузах же нельзя пользоваться мобильными устройствами и интернетом. Парадокс. Очередной парадокс. И потом в рамках вузов это было просто... Для многих вузов это превратилось еще один сектор или одна подведомственная структура, где можно назначать раисов и директоров, бывших проректоров или устодов. Только единицы, всем Худжанский политехнический, там этот парк действительно работает. Они начали с того, что по своему опыту из ХФТУТа направить потенциал студентов и преподавателей для решения своих внутренних проблем. Допустим, у них первый в ХФТУТа еще в 2007 или 2006 году был свой продукт антиплагиат. Они сами разработали антиплагиат. Чтобы рефераты не тырили. Рефераты, курсовые работы, дипломные, диссертации. У них это был свой продукт, разработанный силами своих же студентов под руководством устодов. Национальный университет об антиплагиате начали говорить только недавно. Когда уже появилось, да. Когда Диссернет начали. Диссернет стал всех ловить за руку. Да. На этой позитивной ноте еще раз поблагодарим вас. Спасибо. Спасибо, Кесим. Спасибо вам.